В сегодняшнем видео мы расскажем о отношении Жириновского к Таджикистану. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие международные отношения хочет настроить политик с Таджикистаном. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Жириновский построит в Душанбе школу для будущих мигрантов. По словам лидера ЛДПР, это будет вкладыш в паспорте гражданина Таджикистана. С таким документом впредь ни один гражданин Таджикистана, особенно трудовые мигранты, не будут иметь проблемы с полицейскими, пообещал он. Владимир Жириновский добавил, что в ближайшее время ЛДПР вносит на рассмотрение Госдумы проект закона об особом статусе граждан Таджикистана на территории России. Лидер российских либерал-демократов подчеркнул, что в Таджикистане избыток рабочей силы, а в России много денег. Нам необходимо объединить эти две возможности и использовать их на благо развития Таджикистана и региона. Мы также решили построить в Душанбе специальную школу для подготовки будущих трудовых мигрантов. В этой школе таджикская молодежь будет изучать и русский язык, и специальности, а после ее окончания могут работать в любой стране, где им будет удобно, сказал Жириновский. На вопрос радио Озоди о том, что он все еще считает необходимым создание Среднеазиатского федерального округа России со столицей в Алмате, российский политик заявил, что создание такой структуры неизбежно процесс, но вхождение в ее состав стран Центральной Азии будет добровольным. Мы уверены, что в соседстве с Китаем и Европейским Союзом России необходимо создать такую структуру, чтобы она могла конкурировать с ними. Лидер ЛДПР также заявил, что после возвращения в Москву лично обратился к руководству ФСБ с предложением помочь Таджикистану создать на границе с Афганистаном мертвые зоны глубиной 2-3 километра. После этого ни один террорист-контрабандист не пройдет, даже перестанет думать о нарушении границы с Таджикистаном, уверен российский политик. Согласны ли вы с данным политиком? Свои ответы напишите нам в комментарии под этим видео. Создание Среднеазиатского федерального округа России со столицей в Алма-Ате – неизбежный процесс, но вхождение в ее состав стран Центральной Азии будет добровольным. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. Поздравляем всех мусульман и всех таджиков, чтобы они спокойно жили в Москве, в Душанбе. У меня там родственники жили в Душанбе. Оттуда мой дядя Макаров Петр Павлович погиб прямо под Москвой в ноябре 41-го. А был мобилизован именно там. Там вся его семья жила. Вот. Так что мы все связаны. Как мы соседи, земляки. И даже мы с кем-то не единоверцы, но мы друг к другу относимся самым мирным образом. Должны быть человеческие отношения. То есть всех с праздником.